Первая сессия нового созыва Госсовета Коми сегодня была непродолжительной, но вполне насыщенной событиями. Главные кадровые назначения: спикером регионального парламента избрана Надежда Дорофеева. Руководителем комитета по регламенту и депутатской этике стал Олег Алтухов. Остальные посты народные избранники решили в этот раз не распределять, отложив это до следующей сессии. Репортаж Максима Васильева. Курсное обновление, причем обновление стремительное, лейтмотив первой сессии обновленного Госсовета. Еще пару дней назад кандидатов на пост спикера у партии власти попросту не было. Сегодня имя Надежды Дорофеевой в кулуарах называлось едва ли не безальтернативным. Впрочем, коммунист Олег Михайлов так не считал. Единственный представитель КПРФ выдвинул себя самого, но до реального голосования его предложение так и не дошло. 24 депутата из 28 высказались за Дорофееву. И я считаю это за честь. И я считаю, что на мне лежит высокая ответственность, то есть это не только честь, но это и высокая ответственность нести вот эту вот миссию возврата имиджа и авторитета партии. Основные приоритеты на ближайшие месяцы, время – это принятие бюджета, это подготовка объектов к отопительному, к зимнему сезону и, конечно же, решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Формально депутатский корпус разделили на 4 фракции. Фактически же у единороссов абсолютное большинство. 26 голосов из 30. Впрочем, это не помешало Михаилу Брагину с трибуны сделать несколько громких заявлений. Вначале либерал-демократ предложил нынешнему составу Госсовета в мае самораспуститься и назначить перевыборы. Дескать, цифры будут совсем другие. Уязвленное самолюбие взыграло и у других фракций. Я уже давала интервью, буквально, наверное, несколько дней назад, одним из представителей СМИ, что в данной ситуации, конечно, было бы этично сложить полномочия и назначить новые выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми. Это, как говорится, добрая воля депутатов Государственного Совета, которая, понимая свою ответственность перед жителями республики, понимая свою ответственность перед избирателями, должны принять такое решение самостоятельно. Уверенности в том, что произойдет это, конечно, у фракции КПРФ нет. Еще одно предложение – национализировать предприятия, связанные с известными событиями и попавшие в криминальную сводку новостей. Птицефабрика «Зеленецкая», Сыктывкарский молокозавод и завод хлебобулочных изделий должны вновь стать государственными. Практических решений пока нет, но они будут. Прокуратура, наверное, Следственный комитет должны посмотреть, найти, может быть, какие-то неточности в документах. И все-таки, где предприятия являются стратегическими для жизнеобеспечения наших граждан, особенно в столице и прилегающих районах. Поэтому, честно говоря, даже, знаете, вот я в течение уже, наверное, лет 3 с Медведевым, кстати говоря, задавал один и тот же вопрос на ведомственной комиссии о том, что, ребята, давайте 25% от прибыли предприятия, которые входят в фонд, чтобы получало бюджет. И мы видели сопротивление. Вопреки ожиданиям, помимо 2 постов, никаких дополнительных кадровых решений принято сегодня не было. Отложили до следующего раза. Видимо, взяли время для дополнительных консультаций. Максим Васильев, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.